Грузди. Как ручейник. Шашлык. Шашлык. Да, это вечером. Ну вот, лодка на месте. С десяток, наверное. Веранда по-взрослому все сделано, смотри. Вещей на одну ночь, а сколько собралось, как всегда. Все тут для рыбалки, для ягод, для сборки ягод. Сегодня с ружьем пойдем. На охоту вдвоем. Уже какое число сегодня? 2 или 3 сентября? 3 сентября. Все, вещи у нас в кузове. Короче, поход с ночевкой сегодня будет. Съездим, порыбачим, ягоды пособраем, зеленую грибы посмотрим. В общем, будем смотреть и делать по ходу дела. Все, поехали. Вот наша фазенда. Поехали. Приехали наконец-то. Все на месте. Дом, баня. О, Мишка опять уже здесь был. Вон, все газеты опять уже он поднял. Это Мишкин работа. Он еще здесь. Мусорку еще поднимает. Он следит за нами. Может и лиса. Не знаю. Здесь кто-то, наверное, чай пил, ночевал. Или не ночевал, просто приезжие какие-то, проходные. Вон банк оставили. Ведро. Немножко мусора оставили. Ну так, в принципе, нормально. Территория еще более-менее. Пчелам заракарка. Лежучнишотчины. Тут все как. Тут все как обычно. Чистота и порядок. Все, приехали с ночевкой. Будем ночевать, Никита. Сейчас озеро посмотрим. Утки там валяются, нет. Это малко стрелка-то бачите? Куда? Мелко стрелка. Обычный гладкоствольный. Мелкашку не стал брать. Мелкашка обычно на боровую дичь, на зверей. Погода ништяк. Не холодно, не прохладно. Самое как раз. И вон, смотри, грибы появились на этой сосне. Вообще уже начал гнить, наверное, он. Раньше такого не было. Вот надо, прежде чем упало, надо свалить это дерево. Вон грибы. Это полным ходом уже начало гнить. Диаметр большой, толстый, он сразу не свалится, но непонятно куда может свалиться. Ветки потянут. Вон, тяжестью веток может потянуть дерево, вон, знаешь, на самый как раз амбар. В той стороне веток мало, а вот с южной стороны, где амбар наш стоит, и может потянуть напор ветра, тяжесть веток, и может бабахнуть на крышу, и все, не выдержит это. Ладно, сходим, озеро посмотрим. В общем, сходим по-быстрому к озеру и попьем чай. Почти. Okay. Вот тут маленькое озеро. И вон патрон тоже какой. Видел? Сколько? 8 патронов. Все, хватает. Много нам не надо. В общем, сходим. Посмотрим. Все лето тут утки были. А пришло время сезона охоты. Все уже улетели. Короче, пока никого нет. Пойдем с другой стороны.
ушел. Все, возвращаемся. О, грузди. Вот это настоящая груздь. Как обычно, он тоже гниет быстро. Посмотрим. Видите, он всегда с червями тоже. Похоже. Крепких очень мало. Да, но он такой жирный, аж прямо как, я не знаю, вон. И какой-то мох, ну не мох, а какой-то, ну как там он? Но он лучше и не бывает, в принципе. Это уже нормальный считается. Две таких следов есть, две следа. И они всегда в куче, вон. Не спеши, нормально. О, смотри, как чистые. Вот это уже чистый гриб. Чистые грузди, вон. Такая куча. Давай, там еще малек, да? Да. Давай аккуратно режь. А вон здесь, смотри, какой. Это грузди. Не Это знаю. я и понимаю. Это понимаю, что грибы. Это уже какая-то... Давай, еще режь. Это нормально там. О, ни хрена там червей сколько. Нет, это не нормально. Это не по-нашему. Это тоже надо. Ну-ка давай. Ну-ка, уже побольше режь. И лезвие, чтобы от пальца ушло, а не к пальцу шло. Зачем в сторону пальца резать? Хорошо. Хорошо, отец. Смотри. Там следы, в принципе, есть, но жалко даже выкидывать, смотри. Такие жирные грибы. Вот это вот нормально. Ништяк? Да. Угу. Это точно. Вон еще под... Я вот это... Вон под пихтой. Пихта. Вон под пихтачом. Вот тут еще. Или там дальше тоже есть. Угу. Серьезные грибы. О, крепкие, мохнатые. Вон. Мох такой, и жирные они. Вон еще, вот тут. Вон. Вон. Смотри. Там веревка. О, это все выкидывай. Сколько штук у нас получилось? 4 штук, 10, наверное, есть. Или 8. Ну-ка еще вон тут посмотрим. Обычно еще вот. Вон еще. Вон он. Сия уже большой, он плохой. А вот этот более-менее как-то выглядит Это посерьезнее. плохой, что ли? Ну, Нормально. нормальный тоже. Вот этот тоже серьезный гриб. Слов не могу подобрать. Такой красавец, блин. Ты еще нашел, да? Вон большие, чистые. Тоже чистый. Давай, ну-ка вот этот режь, этот еще, наверное, вообще был хороший. Даже не могу налюбоваться. Какой-то он красиво смотрится. Ну-ка. Красиво. Ну-ка, давай, режь. И как-то аккуратнее. Так, что еще мы наблюдаем? Кучу нашли, кучу собрали. Вон, пол ведра с одного места. Вот так. Много, Колян. Да, ну ладно. Ну, Да, ведро не взяли, но в руках понесем. Вон, иди сюда. Вон еще, оказывается, тут есть. Ага, также эти грибы. ого. Смотри, под ногами какие красавцы. Красавцы какие. Сколько штук мы тут видим? 4? Давай, режь. Только я аккуратно, тоже. не спеши. Не спеши и аккуратно. Они как-то он тоже... О, как чистые. Ой, блин, ты смотри. Вот это понимаю, грибы. Грибы с картошкой. Это же в мундире обычно так сварят. Горячую картошку в мундире с грибами. Это чуть-чуть вот. Ну давай я дома сам разберусь. В избушку дойдем, да.
Как-то ты, когда режешь, обычно ломается, потом некрасиво будет. Так, 2 штуки взял. 4 штуки здесь, оказывается, еще были. Ништяк. Так, все тут. Ладно, сходим к избушке, потом уже. Собирать одна, а надо еще все это вычистить. Вон какие они грязные. Так, основную грязь так вычисти. Основную. А, там, смотри, сколько их. Но обычно вот, где вот старые листья, они там и выходят. В тех местах, где вот ольхали, как там, эти, бля, пипудочкен. Но пихта тоже там есть, деревья. Береза, лиственные, вон, как чисто все. И вот такое ведро все будем складывать. Складывать и в воде будем держать где-то в неделю, наверное. Получается? Да давай почище, который тот возьми, я сам там разберусь, что и как. То более-менее. Все, весь этот грязь надо убрать. И вон как чисто все получается. И червей нету. Но обычно они, блин, с червями всегда. Ну да, я потом сам разберусь. Вон как. И какие-то мохнатые. Выяельдегнан даже еще. Не знаю как по-русски, но у нас по кону выяельдег. Чистай. Надо проверить. Батя проверит. Это все нормально. Ни одного червя. Ни одного. Не знаю, как на камеру видно, нет там. Все чисто. И все. Так и будем чистить, короче. Он видел, как спрятался. Он только морда видна еще. А вот так открываешь гриб. Там мы видим, как ручейник. Вот это дело надо убрать. Убрал и все. Гриб, можно сказать, чистый. Больше конкурента у него нету. 1-2 следа и все. Вот эту канавку прочищаешь. Но обычно он, где гниет гриб, вот наверное, этот гниль он и ест. И вот еще. Вон там черная точка. Хуяк. Открыл. И все. Чисто. Все, больше нету никого там. Ну вот один. Где-то литров 3, наверное, засолка уже будет. Ведро 20-литровое. И уже здесь будем промакивать. Здесь в воде будем. Что осталось там черви, если остались, выйдет. И горечь от гриба. Ну, с гриба вся горечь тоже в воду выйдет. И будем выливать, менять воду. Но она где-то неделю, наверное, воду в воде надо. Или дня 4 держать гриб. В общем так. Надо еще чем-то прикрыть. И прижать. Все, пусть там. Что там вкусного на сегодня? О, это сухари или кучтая? Мынятая. А, это сушки. Сушки, конфеты вкусные какие-то вот сегодня у нас. Желтые. Картошку вон туда закинь. О, что ты любишь? Как всегда. Ну, это на скорую руку. Шашлык. Шашлык. Да, это вечером. Огурчики. Огурчики. Так, это же сюда. Уже хлеб хорошо. Огурцы уже поднадоели уже, если честно. Яйца. Яйца, лекарства. О, Яблоки. это яблоки я с Сыктывкара привез. 50 рублей килограмм было там. И эти яблоки, между прочим, в городе у нас и растут. Север и вишня и все. Суп куриный.
Так, вот же Сахар. песок видно даже. Вова. Говно консервы еще остались. Последние наконец-то. Брали с оптовых складов и там все это добьем сегодня. Все. И от этих консервов уже. Ну, в общем, та-дырм-брым-брым. Ну, как-то так. Потом суп сварим, шашлыки сделаем, голубцы. С голоду не будем дохнуть тут. И еще можно рыбу поймать. Если поймаем, пожарим, короче. Вот такие пироги. Сейчас чай попьем. Там костер горит. Угу. Горит. В общем, такой маленький перекус. Дома мы позавтракали. Здесь чай еще попьем. И где-то до обеда порыбачим. Дальше сварим суп. И вечером шашлыки, башлыки. Печку затопим. Тепло будет. И нормально будем спать. До отвала. Выспимся. На утреннюю зорьку надо сходить. Столько планов. И все это надо сделать, успеть сделать. А утром вставать лень. Не хочется. Где-то, наверное, часа 3 расцветает. И на утреннюю зорьку надо сходить, печка. Мы. Еще. Другой раз. Меня. Сейчас добавляемся. Паречка не гоняют. Если на рано чуть-чуть, наверное, где-то до 15-го перелета еще, наверное, не будет. Воздушка тоже поработала. Ага. Конфеты вкусные. Огурцы мороженое. Я тебя огурчик уберу. То у меня тут более манера. Угу. Ну, в общем, все. Перекусили, пойдем. Который раз... Вон какая-то птица. Который раз уже мы здесь проходим. На рыбалку тоже вот сейчас поднимаемся. Лодка у нас вверх по течению. Несколько поворотов надо подниматься. Там оставляли. В принципе, обычно у нас никто чужие лодки не трогает. Если уж возьмет, обратно на место оставляют. И вот туда мы идем. Будем сплавляться. Блин, это тыла. И заодно будем рыбачить. В общем, такие дела. Попробуем поймать окушков. В общем, что попадет. Капризничать не будем. Да? Вот какая красота. Ну, это уже знакомые места для наших подписчиков. Не раз уже здесь мы снимали. Много раз уже ходили тут. 20 минут ходьбы мы уже возле речки. Возле речки, вверх по течению от избушки. Короче, вон туда вниз спускайся на песок. А я здесь весло еще посмотрю, где-то там оставляли. Так, где же она? Ну вот лодка на месте. То есть следовало доказать, что правильно у нас тут все соблюдается. И вон как эти ельцы, видел, плещутся. И, между прочим, не мелкие. Но нет, мы сегодня окушков
попытаемся поймать. В общем так. Дальше все интереснее будет. Рыбалка началась. Уже поймали одного окушка. Не очень крупного, так. Средненький окушок. Такое место от коряги тут. И лодки спускаются. Охотники. Охотники, рыбаки. Серьезные, с собаками. Пампуковые. Да. Наши нет. Посторонние кто-то. Не наша. Пука-пука. Опа. Ага. Строицкая или кто-то посторонний, не наши? А. Саник Чазман. Уже. Волны такие. Зацеп был, да? Какой крючок. Двойной. Где-то час рыбалки, и вот такое количество окушков мы поймали. С десяток, наверное. Средних размеров, не крупные. И вот тут еще еж. Вот его, наверное, отпущу я. Плавает. Пускай плавает вон. Контуженная. Не знаю, откуда она попала. Все. Зависла там. И вот. Сейчас такое место. Приплыли на такое место. Здесь должна быть избушка. Зайдем, поздороваемся. Никого нету. Тропинка натоптана тут. Ну как там? Хозяйство как там? Вон тоже луг. Все уже. Сосны растут. Тоже сено тут заготавливали. Скоро лес здесь тоже будет. И вот такое хозяйство тут у рыбаков, охотников. Глянем, что тут у нас. Вот как они сделали. Вот тут старая избушка была, я еще помню. А раньше лет 25, наверное, 30 даже может. Вон там стояла избушка. Но и эта избушка сгорела. И после этого... Да, мон пырда взяли. После этого здесь избушку не построили. Не знаю, сколько лет тут простояла. А в этом году, вон смотри, такую работу сделали. Как бы нижние венцы поменяли. И новая избушка. Новая избушка. Где у нас? Вот. Вот с этой стороны, с южной стороны. Окно одно сделано. И надо бы еще вот тут окно сделать. Посветлее будет избушка. Вот смотри. Челом здоровка. Так. Абу я напомню? Абу. Так-то в принципе нормально. Не скажу, что темно. И главное просторно. Потолок. Где-то 2 метра, наверное, до потолка высота. Да, все одеяло, матрасы, все есть. Вот такая печка, как всегда в этом, как его из кирпича. Внутри как-то вот, не знаю, как там тяга есть, нету, непонятно. Низко там, куди шунуся. Пудеsis, короче, улын. И там юрились тоже лошинь. Часы даже оставили. Интересно там. Вот сейчас по времени
час 15. Так поздно уже, что ли? Он ведь должен где-то 11 часов быть. Даже радио вон оставили. Но у нас никто ничего не крадет. Вот и оставляют. Новая клеенка. Пол. Хорошо все сделано. Такие нары вон. И вот еще окно. Наверное, он... Или может двойное окно хотят на зиму, чтобы сюда поставить. Зимой теплее будет. Антикомарины. Москитол. Комаров это, наверное, слабенький антикомарин. Лосьон П. Спрей. Вон мыло. Все есть. Ну вот. В принципе, нормально все сделано. Все отлично. Чайник, котелок, все есть. Пошли. Тут ДВП еще. Может, потолок будут обшивать или, я не знаю, картошка. Пол ведра. Веранда. Веранда по-взрослому все сделано, смотри. Еще пластиковые окна привезут сюда. Там бар, как на ножках стоят, как грибочки, вон как. Там баня еще. А тут что за колодец? Что они тут поставили? Или этот будка для собаки, наверное, вот это. Вот это будка для собаки, наверное. Другое я ничего не могу придумать, наверное, будка для собаки. И это тоже хорошо придумано. Вон стойки железные. Обычно как? Мы стойки из дерева делаем. Гниют. Гниет дерево. Потом свалится. Или от костра там обычно еще больше костер сделаешь. Там все время сгорает. Лямпы. Ну вот. Еще баня. Баня. В принципе, в бане все норма тоже. Нары. Вот такая нехитрая печка. Как и у нас все вроде так и делают. У всех так. Кирпич, там высота на раз, два, три, четыре, пять кирпичей высотой. И эти траки от трактора ставишь, сверху камни. И здесь вот ведро ставишь. Когда печка горит, он сразу нагревается вода. Вон на тот котелок. Вон. Вот этот котелок и вставляют вот сюда. Возле огня. Ну, баня, я бы сказал, даже большая. Высокая, большая. Здесь сразу вдвоем, троем можно мыться. И высоко. Высоко и долго приходится греть такие большие бани. Особенно если зимой. В принципе, нормально. Каждый, кто по-своему делает, кому что нравится. В общем, так. Познакомились со старая новая избушка. Я думал, куда-то подальше сделали, они, оказывается, возле старого места и подняли. Просто они венцы вот тут поменяли. Вот речки там сколько метров? 40, наверное. Но все равно вот вода до сюда даже доходит весной. Все в воде здесь. Но самый верхний уровень тут. Из-за этого вот подальше от речки сделали, как бы здесь повыше. А вот тут и старая избушка была, очень старая уже, как бы хозяева сделали они, две комнаты. Одна комната была под замком, а вторая,
для других, кто вот придет попутно отдохнуть или ночевать. Вот здесь, в этом месте было. Вот тут, на самом верху. Конечно, отсюда обзор лучше, чем он вон оттуда. Здесь можно смотреть на речку, там утиные перелеты или выдра там иногда выйдет. Или еще кого. Жарко сегодня. Ладно, поедем дальше. Поплывем, то есть. Устали уже, сидя рыбачить. Решили немножко спиннинг покидать. Вас отчайший бейт. И вон тут перья. Вот. Вот перо, вон там. Все. По течению идет. Здесь, короче, птицы отсюда поднялись и как его сокол, или я не знаю, как по-другому, на лету схватила птицу и улетела, короче, вот перья только остались. Здесь попытаемся что-нибудь тоже возле травы, может. Локостяет ламда, подальше вон там. Всплеск был, я оттуда видел, как это хищник, вон отсюда напротив. И вот следы выдры вон видел. О, давай. Держи, блядь. Сразу куски, Никита, сразу куски. Куски. Тут ты. Угу. Давай вторую попытку. Чуть поближе, вон повыше. Закинь. Выляжет против течения, куда-нибудь закинь. Во-во-во, самый как раз. И вот возле травы еще. Энергия. Вот один. Спеша так. Да нет. Никого нема. Короче, наверное, пойдем. Вон там тоже. Тестен губыштыс. Харьозанова она там. Ниже по течению. Но это нам по пути. Пойдем. Почти уже доплыли последние метры. Наоборот, в ту сторону надо кидать. Там же мелко. И зацеп будет. Прямо кидай по течению. О, ништяк, вон смотри. Слышал, да? Там, наверное, окунь, блин, там малькам бегает. Ну вот наш улов, в принципе. Хорошая трофейная щука. И вот столько окушков наловили. Все зачетные вон. Где-то литров 7, наверное, натаскали. Вон какие крупные. Мелочь там тоже есть. Но в основном крупняк. Сколько там? Ну, целый день почти мы рыбачили. И все, ловили на обычного червя. О, много их еще осталось у нас. Крючок обычный с грузом. Но я вкратце покажу, как я это делаю. Ну, наконец-то доплыли. Возле избушки уже. Подустал? Нет. Мне немножко даже надоело. Фу. А как бы нас там и войся. Вроде все закрывал я. Как тукал? Не должно. Бэй. Что это такое? Медведь в гости приходил. Там шашлыки из картошки делаешь. Надо дождаться угля. Сейчас у тебя черным будет и клин внутри. Вон мы тоже уже картошку закинули. Картошку уже закинули в воду. Сейчас будем
варить суп по-быстрому. Суп куриный, звездочка, между прочим, очень вкусная. Не раз уже пробовали. Отличается от других пачковых супов. И это консервы уже это показывал. Сейчас будем еще рыбу чистить. Засолить надо. В принципе, погода сегодня как? Наверное, смотри, безоблачная, может заморозки даже ночью будут. Блин, все сырое. Там 2 блесны сегодня оставили за 160 рублей. Одна блесна. Тоже узелок порвался вон тут. Сколько крючков еще оставили, боже. Одно удовольствие чистить такие окушки. Только осенью можно поймать такие окушки. Где там обычно, я не знаю даже, или в ручьи они тоже заходят, или где они держатся. Но осенью уже, может, когда жорст попадешь, поймаешь такие. Или может чешую оставить вообще, не надо чистить, как думаешь? Некоторые оставляют там, когда жарят, они пластом отходят потом. Ох. Видите, как его? Что это? Ток. Икра. Да, икра. Что, Коля? Коля. Там можно собрать, в принципе, пожарить тоже их. И вон только жира вот. Это не жир, а печень. Похоже на то. Это все. Все, наверное, какую-нибудь тарелку соберем, да, пожарим, в принципе, вон. Из ведра целую жарку можно собрать. И вот если, ну это обычные, стандартные, когда вот летом еще можно поймать окушок. Сперва вот на одном коряге сидели, там основная вот такая шла. Это в другую корягу попали, где, вон смотри, чай закипел. Надо убрать. Сейчас суп уже закипит и туда консервы все закидаем. Плотно покушаем. Целый день уже не ели. С утра вот только позавтракали. Чай попили еще и все. Ну вот такая процедура в основном сейчас будет у нас. Чистить будем рыбу. Ну, это уже серьезная щука. Скажу, что маленькая. И смотри, живот пустой. Наверное, из-за этого и кормиться вышел он. Попался. Он длиной вот 10, 20, 30, 40, 50, полметра, наверное. Глаза сюда смотрят. Он тебя запомнил. Лена, кто он, кто там, непонятно. Она, девочка, вкусная щука должна быть. Она здесь, наверное, тоже. Сколько там? Да. Это считай до весны он накапливает, ну, как бы процесс идет. Икры там все больше и больше становится, крупнее. Желчнее порвать там. Ну, живот пустой, в принципе. Желудок куш. Никого он пока не съел. Вот на кормежку вышел и попался нам. Вот желчь, лечебный который. В общем, все. Вот такая штучка у нас.